Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня парламент Абхазии продолжил заседание сессии, начатой накануне. Депутаты приняли законопроект, согласно которому строка «против всех» закреплена в избирательных бюллетенях. Кроме того, были утверждены кандидатуры судей разных инстанций. Подробности в репортаже Эсмы Гуландзе. Депутаты парламента рассмотрели внесение поправки в статью 16 Конституционного закона о выборах президента Абхазии. Согласно данной поправке, на предстоящих 22 марта выборах в избирательном бюллетене будет размещена отдельная графа «Против всех», справа от которой будет расположено поле для голосования. В бюллетене должна быть строка, где написано, что против всех. Чтобы человек, который приходит голосовать, берет бюллетень, он должен голосовать за, против и против всех. Мы перешли на голосование за. Поэтому мы не можем сегодня, чтобы отразить, в 17-18 статье закона это указано, что подсчет должен быть. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба объяснил необходимость внесения данной поправки. Когда мы изменили в 2019 году способ голосования, голосование против всех, эта отдельная графа была включена в бюллетень. До этого на прошедших выборах в бюллетень включалась эта графа решением ЦИКа. И ЦИК основывался на 17-18 статье, но для того, чтобы не было никаких кривотолков, и в саму 16 статью, которая содержит исчерпывающую информацию, что должно быть включено в избирательный бюллетень, необходимо устранить этот технический пробел и внести изменения в данную статью. После единогласного принятия данной поправки депутаты приступили к рассмотрению кадровых вопросов. В соответствии с законом о прокуратуре Республики Абхазия парламент освободил Георгия Аршпа от должности первого заместителя генерального прокурора. На эту должность была предложена кандидатура Дамира Квициния. Учитывая деловые и личные качества, считаю необходимым использовать опыт работы Квициния в органах прокуратуры Республики Абхазия и прошу вас положительно рассмотреть представление о назначении его на должность первого заместителя генерального прокурора Республики Абхазия. На должность судьи арбитражного суда была предложена кандидатура Камы Джинджолия, а на должности судей Верховного суда Мадина Логуа, Тимур Шония и Роман Кварчия. Мадину Чанба и Леварсу Богателия предложили избрать судьями Сухумского городского суда. В итоге путем тайного голосования все вышеперечисленные кандидатуры были одобрены. Кроме того, парламентарии дали согласие Кабинету министров Абхазии на перевод 5 земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов, среди которых участки в селах Лыхны, Приморская и Дзюкта. Эсма Гуландзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Сегодня группа депутатов Народного собрания парламента Абхазии распространила заявление по поводу имевшей место в Сухуми протестной акции голодовки, организованной группой сторонников ратификации статей Конвенции ООН против коррупции. В заявлении, в частности, отмечается, что депутаты относятся к незаконному обогащению как одному из тяжких преступлений против народа и государства. Вместе с тем они считают безответственным предполагать, что противодействие такому многогранному злу, коим является коррупция, может быть реализовано в полном объеме посредством присоединения к одной лишь конвенции. Убеждены и настаиваем на том, что принятие законов, не обеспеченных в полной мере всеми механизмами их реализации, может нанести ущерб государству и репутационный урон власти, в том числе и законодательной. Ратификации должны предшествовать разработка и принятие пакета соответствующих законов, в ряду которых особенно важными будут изменения в наш основной закон, Конституцию Республики Абхазия, подчеркивается в заявлении. Депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия считают недопустимым резкость тона и некорректность в обращениях, адресованных законодательной власти государства. В то же время они признают, что законотворческая работа в интересующих направлениях законодательства затянулась. Но это не означает, что парламент должен принимать скороспелые и некачественные правовые решения. А противоположной стороне позволительно заниматься разного рода манипуляциями и идти по пути нагнетания обстановки. Депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия выражают уверенность, что принятие поправок и прекращение акции, организованной сторонниками ратификации статей Конвенции ООН против коррупции, позволит уменьшить градус протестного накала накануне предстоящих президентских выборов. Кроме того, депутаты выражают намерение совместно с избранным президентом республики максимально содействовать продвижению всего
пакета законов для обеспечения эффективной борьбы с коррупцией. Под заявлением подписались 16 депутатов, в том числе спикер парламента Валерий Кварча. Сегодня активист движения за принятие 20-й статьи Конвенции ООН Джансу Хадлиба прекратил голодовку. Напомним, что накануне после принятия поправок к закону о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами, Джансу Хадлиба отказался прекратить акцию и остался на площади Свободы, хотя все остальные участники голодовки разошлись по домам. Перед тем, как покинуть площадь, Джансу Хадлиба рассказал, с чем связано такое решение. Считаю нужным прекратить эту акцию и поблагодарить всех тех людей, кто откликнулся, в первую очередь, кто участников акции, всех тех, кто долгое время этим занимался. И хочу поздравить всех с этой маленькой победой. Это общая победа. 10 тысяч человек подписались, поддержали нас. С сегодняшнего дня мы создаем новое движение, не политическая партия, не общественная организация. Это народное движение. Называем мы ее Аяйра. И впредь мы национальные свои интересы будем решать цивилизованным путем. В связи с распоряжением исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганба о первоочередных мерах по защите населения республики от коронавирусной инфекции, Министерство просвещения приняло решение перенести весенние каникулы на неделю раньше. Об этом сообщила заместитель министра просвещения Медея Чингелия. В связи с распоряжением Кабинета министров в целях защиты населения от завоза и распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции в Министерстве просвещения издан приказ. Каникулы, запланированные в образовательных учреждениях с 23 марта по 29 марта, перенести с 16 марта по 22 марта текущего года. К занятиям мы приступаем в образовательных учреждениях с 23 марта текущего года. На срок до 7 апреля текущего года в образовательных учреждениях все массовые мероприятия, запланированные по плану, временно будут приостановлены. Запрет правительства Абхазии на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий коснулся и работы театров. Как сообщил гендиректор Русдрама Ираклий Хиндба, театр вынужден подстроить свой график под распоряжение и перенести запланированные в марте спектакли на май. В Абхазском государственном драматическом театре спектакли отменены, но пока до 7 апреля деньги за купленные билеты зрителям вернут. Как граждане Абхазии относятся к предстоящим выборам и что от них ожидают? Центр стратегических исследований при президенте Абхазии презентовал результаты социологического опроса в рамках проекта «Абхазия в контексте социополитических реалий». Подробности в репортаже Али Китрапш. Впервые Центр стратегических исследований при президенте провел исследование, посвященное изучению электорального поведения граждан Абхазии. Социологический опрос проводился методом анкетирования с 3 февраля по 5 марта 2020 года во всех районах республики. Цель исследования заключается в разработке предложений и рекомендаций, реализация которых позволит создать благоприятные условия и механизмы социального и политического развития республики. Для достижения цели были сформулированы задачи исследования и отобран эффективный инструментарий. Было анкетировано более 800 человек. В опросе участвовали граждане от 18 лет. Ключевыми темами исследования стали вопросы о том, важны ли для граждан выборы президента Абхазии 22 марта, будут ли они участвовать в выборах и что ожидают от них. 59,3% опрошенных отметили, что для них выборы президента важны, а мысль о выборах у 57% вызывает чувство надежды. Оценка степени личного участия в выборах. Некоторые граждане считают, что только отчасти, это 37,6%, большинство, что их личное участие в выборах имеет какое-то значение. 26,8% говорят о том, что это практически никак. 24,1% затрудняются ответить. Следующий вопрос звучал так.
Как вы считаете, роль каких институтов или организаций должна возрастать в республике? И люди на первое место ставят правоохранительную систему, что они нуждаются в усилении роли правоохранительной системы. На второе место это, конечно, идет исполнительная власть. Органы местного самоуправления многие граждане поставили на третью позицию. На вопрос о том, как можно обеспечить порядок в Абхазии, 38,4% опрошенных отметили появление сильного лидера. За строгое соблюдение законов проголосовали 31,3%. Кроме того, соцопрос показал, что, по мнению большинства, проблема занятости населения и наркомании являются первостепенными для нашего государства. Центр стратегических исследований при президенте Абхазии планирует проводить социологические опросы и на другие темы. Аля Катрапши, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Как в Абхазии эффективно выращивать растения и бороться с многочисленными сельхозвредителями? В республике работают школы фермеров, где можно получить ответы на эти актуальные вопросы. Гостями дискуссионного клуба ВАК стали ученые Института экологии Академии наук Абхазии и представители Международной сельхозорганизации. Репортаж Гугуцы Вардания. Со дня создания дискуссионного клуба Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса на этой площадке активно ведется работа по нескольким направлениям. Одно из них – экология и защита окружающей среды. Поэтому многие темы посвящены сохранению растений и правильному выращиванию различных видов культур на территории республики. В течение работы по направлению экологии и защиты окружающей среды уже состоялось 4 встречи. Это встреча отдельная по проработки проекта, который мы будем реализовывать в рамках дискуссионного клуба. Это встреча с Савелием Читанава, с главой Государственного комитета Абхазии по экологии и охране природы. И встреча с директором Института экологии Романом Дбар. На этот раз очередными гостями дискуссионного клуба ВАК стали глава офиса ФАО в Абхазии, Международная продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, а также ученые Института экологии АНА, которые рассказали об интегрированной защите растений, включающей в себя несколько методов борьбы с сельхозвредителями. При этом было отмечено, что одним из самых опасных на сегодняшний день все же является химический метод. Раз и навсегда надо всем запомнить, что если мы используем химический способ или метод борьбы с чем-либо или с кем-либо, имеется в виду вредный организм, болезнь или что-то такое, результат будет, он быстрый, но, как говорится, отзыв будет тоже незамедлительный. Любое химическое вещество имеет период разложения или, если хотите, полураспада, и оно всегда будет сохраняться в нашей экосистеме. Деятельность организации ФАО на территории республики направлена конкретно на интегрированную защиту растений в Абхазии. Мы организуем и проводим проект внедрения интегрированной защиты растений посредством выполнения полевых школ фермеров. Что это такое? Условно, один участок, один фермер, у него несколько культур. Путем многих, так скажем, оценочных выездов мы определяем, что помимо основных культур, там может быть множество, он выбирает, например, орех или мандарин, или яблоки, или виноград, в общем, любой, или фихуа, или киви. И он говорит, что, вот, например, с орехом у него возникают трудности, ему нужно помочь. Наша команда призвана здесь научить фермера, как правильно бороться, на что ему следует обращать внимание. Естественно, мы ему будем по ходу работ делать некие, так скажем, вложения в его участок, те же минеральные удобрения. Такие школы уже работают почти во всех районах республики и подразумевают под собой не помещение, в котором проводится обучение, а практическую работу с фермерами, которых ученые направляют на правильный уход за культурами. Полевые школы организованы при поддержке Госкомитета по сельскому хозяйству республики, которая предоставила списки семей из каждого района для участия в данном проекте. Нам дали список, и наша команда примерно несколько месяцев ездила по районам, разговаривала с фермерами. Очень много людей отказывалось, поверьте. Например, один только Гагарский район, у нас было почти 9 собеседований, и у нас в итоге только 2 человека, которые согласились участвовать. Причины называют люди самые разные. Вот. По поводу набора, это не то, что там как открытая какая-то вакансия. Вот то, что нам дал Минсельхоз, мы согласно этому списку идем. Следует отметить, что любой желающий может попасть в проект, обратившись в Госкомитет по сельскому хозяйству. На территории Абхазии многие растения находятся под угрозой. Среди них пальмы, эвкалипт и самшит. Участники дискуссии выразили обеспокоенность появлениями вредителей каштановых деревьев.
Для меня, как для врача, который специализируется в области исследования продуктов питания, сегодня актуальна была проблема относительно каштанового вредителя. Так как вопрос меда стоит остро, это одна из ведущих экономических для прогресса нашей страны тем. И, соответственно, конечно, если будет иметь место тот момент, что мы можем потерять каштан как ценную породу дерева и как медонос, то, конечно, для нас это будет нести экономически очень сильные потери. Дискуссии клуба по направлению экологии и защиты окружающей среды продолжаются уже более 3 месяцев и завершатся обсуждением проектов, подготовленных участниками, а реализация лучшего будет профинансирована ВАК. Гугут Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В Абхазском государственном университете прошел вечер, посвященный 85-летию абхазской писательницы, поэтессы, переводчика и публициста Нелли Тарба. Мероприятие, посвященное юбилейной дате, посетили друзья, коллеги, родные и близкие поэтессы. Подробности в репортаже Саида Джарсалия. Нелли Золотинсковна Тарба – народный поэт Абхазии, прозаик, драматург, публицист, член Союза писателей Абхазии, СССР и России, заслуженный работник культуры Абхазии, активная участница национально-освободительного движения абхазского народа. После окончания вуза долгие годы Нелли Тарба работала в редакции издательства «Алашара». Поэтесса отдавала много энергии редактированию, подготовке к изданию произведений абхазских писателей, учебной литературы для школ республики. Вечер, посвященный 85-летию известного творческого деятеля, открыл ректор Абхазского государственного университета академик Олег Угварами. А поэзия Мацарабдзе, а драматургия Мацарабдзе, а публицистика Мацарабдзе, а патриотизм Захдзу, Бубри, Нелли, Золотинская Пха, Лту Хозер, Рабхи Голуб. Нелли Тарба печаталась в областных газетах и журналах, литературном альманахе. В 1955 году вышел ее первый сборник стихов «Люблю пути дороги». В ранней лирике поэтессы преобладают мотивы любви, душевных переживаний лирической героини. Затем в разное время выходили сборники «Сердце весны», «Бзыбская повесть», «Молодость и мечты». На лирическое творчество Нелли Тарба, несомненно, повлиял ее жизненный союз с известным абхазским поэтом Кумфом Ломи. Лара япылцит ичырпшыго атаацәара. Длынасыԥхьеит еицырдыруа поет зырҿиамҭақәа рыла ҳдоуҳатә культура ихазҳаз Кумф Ламиа. Урҭ рҭаацәараҿы аҳ рауан аԥсуа бызшәа, аԥсуара, асасдкылара, хыԥхьаӡара рацәала ирзааиуан аурыс шәҟәыҩҩцәа, агьырҭ аҳәынҭқаррақәа рҟнытә асасцәа, апоетцәа. Абас еиԥш аҭаацәаратә ԥсҭазаареи, арҿиаратә усуреи реилагӡара, лара лыда, уахьгьы абас иҳаракны, даҽаӡәы илымшар ҟаларын. С 1957 года Нелли Тарба – член Союза писателей Абхазии. Позже ей было присвоено звание заслуженного работника культуры. Она – автор не только стихотворений и поэм, но и рассказов, повестей и романов, а также нескольких пьес, которые в свое время были поставлены на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. На вечере студентами филологического факультета были зачитаны строчки из известных произведений Нелли Тарба. Схяги, сыкчыхаги, схяги, с поэзия вара, схёунадза сажаги, наунадза сашаги, с поэзия вара, испылуги, испырцуаги, сыпсраги, сымпсраги, с поэзия вара. Со временем в своем творчестве Нелли Тарба все чаще обращается к теме Родины, судьбы народа, войны и мира, трагедии махаджирства, отношения человека к природе, к добру и злу, происходящим вокруг событиям. На стихи поэтессы были написаны и немало песен, которые исполнили учащиеся университета. В своем выступлении племянник Нелли Тарба Геннадий Аламия отметил, что дом Кумфа и Нелли в начальные периоды национально-освободительного движения абхазского народа являлся своеобразным штабом. Штаб
نسعيد قلرق علانزا فورم علانزا شطاب حكرا زرنيلي تربحايكم في لميري ونتقوني خاص وي رمحوزي وي زنيق ناس ياوان يرارم حوزي ناس اسفنالك نسيوني نربخن بكارتن بيارجي علونا خورت وي رحواز اشتخ وين خصب سنايز خمش وين لشت وزقان يرت في الزوب سراس زلبشنيز بز ويدودزك بدوني دودزك وس يلا مالك وختشاوي ولا تشاوي وسي ادزم البستазаразики. К наиболее известным прозаическим произведениям поэтессы относятся повести Матисса «Солнце мертвых», «Девушка в черном». Значительный вклад Нелли Тарбо внесла и в детскую поэзию. Наиболее популярные из них «Мишка косолапый», «Сказка о пастухе и батале». Перу Тарбо принадлежат ряд переводов произведений зарубежных авторов на абхазский язык. За большие успехи в развитии абхазской литературы Нелли Тарбо удостоена почетного звания народного поэта Абхазии. Саид Джарсали, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В издательстве «Юридический центр» города Санкт-Петербург вышел сборник рассказов Алексея Гогуа «Вкус молнии». В книгу вошли 11 произведений писателя, написанных в разные годы. Алексей Гогуа – известный абхазский прозаик. Его перу принадлежит множество рассказов, очерков и статей. В произведениях писателя важное место занимает родной язык, история и культура абхазского народа, вопросы политики и государственного строительства. Алексей Гогуа издал более 30 книг, в том числе пятитомник избранных произведений. Согласно предоставленному эфирному времени ЦИКом Абхазии, кандидатам в президенты и вице-президенты, сегодня на нашем канале в 21 час будет показан фильм о кандидате в президенты Абхазии Атгуре Арзанба. И в завершении выпуска о погоде. По информации Гидрометцентра, в выходные дни на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром возможен туман. Днем временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый, возможно гроза. Температура воздуха ночью 9-14, днем 10-15 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.